Новый тренд. Теперь каждый уважающий себя блогер, даже если у него многомиллионная аудитория, должен время от времени пропадать из поля зрения своих подписчиков. Я ухожу. Блогер Н не выкладывает новые посты, не появляется в сторис вот уже несколько дней. Что же случилось? Друзья и подписчики волнуются. Новости такого рода уже не раз попадались мне на глаза, причем даже на крупных новостных сайтах. Как правило, интрига завершается банально. Спустя несколько дней блогер, живой и здоровый, возвращается в социальную сеть и сообщает своим изумленным фолловерам о том, что внезапно принял решение устроить себе цифровой детокс. То есть отказаться на время от использования всех гаджетов и не заходить в соцсети. Так сказать, очистить свое сознание и биополе от инфомусора. Этот прием моментально подхватили маркетологи. И часто сразу после признания о том, что после диджитал-детокса его посетило просветление, блогер сообщает бомба-новость о старте продаж его нового курса или товара. Чтобы тебя заметили, надо на время исчезнуть. Или нет хайпа, нет продаж. Продай мне ручку, а вы смотрите. Что? Продать тебе эту ручку? Селям алейкум, это Джанла Шоу. Меня зовут Наджия Фими. Сегодня разбираемся, что такое цифровой детокс и как понять, нужен ли он вам прямо сейчас. Никогда еще за всю эволюцию человека наш мозг не подвергался такой информационной атаке, как за последние десятилетия. Наш мозг отчаянно эволюционирует прямо сейчас, пытаясь догнать технический прогресс. А еще, как бесконечно мудро устроенный механизм, пытается защитить нас от перегруза. В принципе, логично. Например, первые рекламные блоки на сайтах были устроены в виде квадратов, баннеров с текстами. До этого реклама была текстовая, и ее перестали замечать. Спустя время для привлечения внимания тексты на этих баннерах стали анимировать, вставлять изображения. Но и это помогало недолго. У пользователя развилась баннерная слепота. Они просто не замечали этих мигающих квадратиков. Реклама переставала работать, поскольку мозг адаптировался и начинал защищаться от лишнего инфошума. Как понять, что вам пора отправиться на диджитал-диету? Зависание в интернете можно сравнить с питанием. Пока вы готовите вкусные разнообразные блюда и едите в умеренных количествах, проблем нет. Но с появлением лишнего веса, одышки и проблем со здоровьем вы наверняка задумаетесь о диете и спорте. Аналогичная ситуация складывается и с потреблением цифровой информации. Замечательно, поразительно. Гениально! Понять, нужен ли цифровой детокс именно вам, поможет простой чек-лист. Чем больше утверждений из списка описывают ваш образ жизни, тем сильнее ваша зависимость от современных технологий. И тем больше вам нужен отдых. Итак, ставьте галочки, если это про вас. Приступим. Первое. Перемещаясь по квартире, вы носите смартфон с собой. Номер 2. Нередко бывает так, что вы включаете телевизор или YouTube, открываете Facebook на ноутбуке или планшете и в тот же момент листаете фото с Instagram в телефоне. Номер 3. Просмотрев новости в соцсетях, вы опять обновляете ленту и идете на второй круг. Номер 4. От фото модных луков в ленте вам хочется выбросить всю свою одежду и купить новую. Номер 5. После очередной публикации фото или истории в соцсетях вы ежеминутно проверяете количество просмотров и лайков. Номер 6. Вы всегда мгновенно отвечаете на сообщения и раздражаетесь, если приходится ждать ответа от ваших собеседников. Номер 7. У вас есть признаки номофобии – страха остаться без мобильного телефона. То есть забыть его дома, посадить батарею или оказаться вне зоны действия сети. Номер 8. Ваше утро начинается не с кофе. Первое, что вы видите после пробуждения и последнее перед сном – это экран смартфона. Номер 9. Стресс, недосып, быстрая утомляемость, проблемы с многозадачностью стали вашими постоянными спутниками. Номер 10. Вы не прочитываете новости полностью. Вам интересны лишь заголовки, вместо содержания. Много галочек поставили? Да-да. Соцсети, мессенджеры, стриминговые сервисы – это своеобразные аттракционы для мозга. Это легкий дофамин, который организм получает при просмотре очередного сериальчика или скроллинге ленты. Мы так привыкаем к виртуальным развлечениям, что попадаем в зависимость от гаджетов. За последние годы в английском языке появилось много терминов, обозначающих тревожные состояния, так или иначе связанные с постоянной близостью гаджетов. И они потихоньку просачиваются в русский язык. Я захвачу эту планету! Например, фабинг.
Привычка пренебрегать собеседником, отвлекаясь на мобильный телефон. Синдром упущенной выгоды. Страх навсегда потерять что-то важное, отключившись ненадолго от информационного потока. Синдром фантомных вибраций. Периодически возникающее чувство, что телефон звонит, хотя это не так. Появление этих терминов – доказательство того, как сильно гаджеты влияют на наше психологическое состояние. Особенно сейчас, когда для многих из нас зумиться и скайпиться стало более естественно, чем встречаться вживую, а информационное поле перенасыщено мрачными новостями о пандемии. Кстати, в коронапанике тоже виновато бесконтрольное цифровое потребление. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Как же выстроить свои взаимоотношения с собственным гаджетом? Кто тут хозяин? Разумеется, полностью отказаться от гаджетов в современном мире уже невозможно, но устроить небольшую диджитал-диету вполне реально. Чем полезна цифровая передышка? Во-первых, вы по-настоящему погружаетесь в то, чем занимаетесь, будь то работа или семейный ужин, встреча с друзьями или занятия в спортзале. Если не отвлекаться на смартфон, каждый раз, когда он издает звук, можно получить удовольствие от вещей и событий здесь и сейчас. Во-вторых, вы начинаете находить интересное вне интернета. Попробуйте оторвать взгляд от экрана и заметите, какая красивая улыбка у девушки за соседним столиком. Какой сегодня потрясающий закат. Это же даже можно сфотографировать и выложить в сеть. Ну да, пошел я нахер. В-третьих, у вас появляется чуть больше свободного времени. Вместо того, чтобы листать ленту Instagram перед сном, начните читать бумажную книгу. В рабочий перерыв сделайте разминку и зарядку для глаз. В транспорте или за завтраком, отложив телефон в сторону, подумайте о своих планах на день или о людях, с которыми давно не виделись. Ой, кого я вижу? В-четвертых, вы становитесь спокойнее, когда смартфон не звонит, не пищит и не вибрирует каждую минуту. То уведомления, то спам, то новости, то друг лайкнул другого друга. Во многих ситуациях это раздражает и отвлекает. Если целиком и полностью отказаться от гаджетов невозможно, устраивайте однодневные передышки. Например, распланируйте субботу и посвятите ее приятным делам, не связанным с интернетом, звонками и мессенджерами. Или же можно практиковать разгрузочные часы каждый день. Прежде чем первый раз надолго уйти в офлайн, предупредите об этом родных, друзей и даже коллег. Вряд ли вы хотите, чтобы в попытке найти вас они обзванивали отделы полиции или больницы. А ты, небось, уже все больницы обзвонила? Обзвонила. Пересмотрите настройки телефона, отключите ненужные уведомления, почистите списки друзей в соцсетях, чтобы не отвлекаться на очередное фото кота, сестры, маминой школьной подруги. Хорошим помощником станут умные часы или многофункциональные фитнес-браслеты. С ними вы перестанете хвататься за смартфон при каждом звонке, но не пропустите действительно важное сообщение. Логично. Не правда ли? Знаете, в некоторых турах сейчас туристам предлагают сдать смартфоны на хранение в обмен на руководство по выживанию без гаджетов. Это ли не челлендж для современного человека? Жду ваших отчетов в комментариях. Как прошел ваш цифровой детокс?